حبيتك حبيتك حبيت. Сәлем. Мин ниһаят бу влогны яздыртырга булдым. Телефон яңартуны да, петличкаларны алуны да, бер нәрсәне дә көтеп торасым килми. Менә шулай спонтан рәвештә яздырам. Кем минем белән таныш түгел, мин Алсу. Күптән түгел, дөресрәге узган ел азагында бик күп проектларда һәм эштә эшләп, выгорание кичердем һәм шулай иттереп, бүтән проектлардан китәргә карар кылдым. Һәм инде менә ничәнче ай мин өйдә үземнең тормышны башкача көйгә көйлим. Ниндидер вак-төяк эшләр белән шөгыльләнәм. Ашарга пешерәм, дуслар белән аралашам, музыка белән шөгыльләнәм, дәресләргә йөрим, җырлар язарга тырышам, кем мине җырчы буларак белә. Бу влогта шушы яңа тормыш дип әйтеп булмыйдыр инде, ләкин шушы переходный этап белән бүлешәсем килә. Мин бала чактан ук YouTube блогерларны карарга ярата идем. Үзем дә шушы форматны попробую испытать. Киттек, ничек килеп чыгар икән. Урамда шундый ябалак кар ява матур иттереп, ниһаять. Мин киттем поликлиникага. У меня накопились вопросы по своему здоровью. Да, я думаю, что к 25 у всех открывается третий глаз, и все начинают резко заниматься своим состоянием. В общем, я решила сходить в бюджетное учреждение, в госполиклинику и проверить их возможности. Через госуслуги, к сожалению, мне не удалось это сделать, потому что, как всегда, запись к нужному врачу найти очень сложно, тем более по месту прикрепления, а я человек без постоянного места жительства. Шуңа күрә булганына шүкер итәбез дә, барып карыйбыз. Вообще, сегодня мне нужно только попробовать записаться, а уже остальные прелести ждут меня впереди. В общем, не получилось у меня это сделать. Мне сказали, иди-ка ты, деточка, отсюда. Почему? Потому что, оказывается, кто вдруг тоже такой же инопланетянин, как я, оказывается, нужно через госуслуги РТ. Именно в 7 утра открывается запись. И в 7 утра нужно ловить окна и записываться. Вот в такое вот мы время живем. Все-таки не зря я все это время ходила к платному специалисту. И ходила я, конечно, ТБ по вынужденным причинам, типа, когда болела. А сейчас я хотела пройти просто плановый чекап, сдать кровь, не торопясь, посмотреть, что у меня там без лишних навязанных анализов, что с гемоглобином и прочим. Обожаю вот эту вот арку. Вообще в Советском районе мне очень нравится. Монда әле генә тылсым булды, ләкин мин сезне үзем белән алмадым. Но следы есть. Хочется поделиться немножко откровениями из музыкальной карьеры. Во-первых, в ближайшее время от меня песен, треков лучше не ждать, потому что сейчас я занимаюсь сбором материала, хочется набрать его очень много. И вообще я сильно копаюсь в себе, ищу звуки, ищу какую-то глубину, слушаю разное. Вот, у нас, можно так сказать, подвешенное состояние с Маратом. Это тот человек, с которым я до этого писала все свои треки. И это просто потрясающий музыкант, готова целовать руки и весь музыкальный мозг. Но вот так сложились обстоятельства, что пока мы не можем дальше продолжать вместе писать музыку. И я ищу нового саунд-продюсера, который был бы тоже такой же вне музыкальных каких-то стандартов, был бы вне границ, чтобы мы творчески сработались. Для меня очень важно, наверное, не просто поповое звучание, а скорее то, чего еще не было. И короче, я ищу. Еще из важного сейчас, помимо того, что я ищу свой звук,
слушаю разных артистов, вдохновляюсь, и чаще всего бывает так, что после долгой прогулки или просто после там прослушивания какого-то трека меня цепляет та или иная фраза артиста, я ее перевожу на татарский язык, и затем у меня пишутся строки. До этого я опять-таки работала, брала тексты у поэтесс, у татарских поэтесс, но вот сейчас у меня есть потребность выражать словами то, что внутри. Понятное дело, что в этом нет сильных рифм, сильных каких-то изречений, но тем не менее для меня это уже имеет большую ценность, потому что это мое состояние, переданное не только через музыку, не только через кый, но и вот сүзләр ошада, ишке халәтемне җиткезү яклы мин хәзер. Сәлам. Сәлам. Михаил. Әйбәт. Күренәме слайды җөмлә белән? Ни тикерә? Просто прикол такой татарский. Да ладно, чушь вам. Не такая уж я и домоседка. За последнюю неделю это мой первый выход. Я иду просто попить кофе, представляете? Вот, с ней я иду встретиться. И вот это вот ей отдать. Нас разлучает светофор. Просто напугала, бариста, третий день человек работает, уже хочет уволиться из-за нее. Нормально вообще, нет? Ну, чуть-чуть я потрепал нервы, нормально. Нормально. 10 минут она стояла, заказывала что-то. Вот такой вот здесь башкирский дизайн. Это новое место «Мама варит кофе» называется. Мы были здесь в Уфе, и вот еще и в Казани решили проведать. Да, но это башкирский, дорогая. Так, это? О, опять не доигрываешь. Я такую музыку напишу себе, представляете? Все, я дома. У меня новый выпуск Иделевский. У меня есть свои поставщики, свои дилеры. Вообще, я так рада, что у меня какое-то сейчас антисоциальное немножко настроение. Мне особо никуда не хочется ходить, но при этом хочется общаться с людьми, но очень, скажем так, избрано, отобрано, и очень хочется новых людей в свою жизнь. И у меня даже был смешной случай в эти дни. Я ехала в нацбиблиотеку и думала о том, что, вот бы встретить какого-то классного человека, потому что китапханеде концентрация классных людей. И ко мне просто как быстро сбываются мои мысли. Я шла что-то в наушниках, что ли, уж за кофе, и меня остановил какой-то молодой чувак. Такой интересный, скажем так, профессии, видимо. Он то ли актер, то ли что. У них была репетиция в Мончике. И начал со мной знакомиться. Понятное дело, что я послушала его и потом сказала: извини, чувак, у меня есть молодой человек, но, видимо, я тут сама так решила его отфутболить. Немножко не мой вайб был, но суть в том, что как вот сработала вселенная. Короче, да, интересно наблюдать то, как перестраивается жизнь, когда ты сидишь дома, как вообще знакомиться, как дружить, как общаться, в общем, что-то новенькое, интересненькое. Все, Митя, там делай там. Классно. Я люблю такое. Maurice Lefort. Est-ce qu'il défend
Ой, ой, только вверх. Вообще-то сегодня у нас день рождения. А, точно. Да, с днем рождения. Та-да-дам. Эй, унган келгенде. Как тебе повезло с женой. Ой-ой-ой. Это никто никогда не снимает. Результат. 7-6. Поняли, да? Матура. Вас надо отправить в Корею. Мотором смотри. Я смотрю. Блин, это сложно. Бас ағашын Айда мотор тұрып. Айда, тағын. Біздің мұнда түркім. Ильяс Фархулин отдыхает. Реально. Асыляр, дирижер. Сигарета береді.